отдых наш кончается, работа начинается. Усердно будем мы трудиться, чтобы чему-то научиться. Здравствуйте, мои дорогие ребята! Мы с вами на прошлом уроке говорили о посуде. Помните? А какая она бывает? Кухонная, столовая, чайная. Молодцы! Отлично вы все вспомнили! Вы должны приготовить к уроку сегодня, ребята, картон любого цвета. Я взяла оранжевый, черного цвета, белый лист бумаги и голубой лист бумаги, ножницы и клей. Ну что, ребята, я подготовила вам сегодня загадки, а вы попробуйте их отгадать. Я удобный, очень мягкий, вам не трудно угадать. Любят бабушки и внуки посидеть и полежать. Догадались? Молодцы, это диван. Давайте послушаем вторую загадку, и вы мне будете отвечать. Вы же помните, мои хорошие, что я через волшебное зеркальце все вижу. Оно вроде стула, но мягкое очень, и есть подлокотники в нем. Между прочим, на нем короли восседали когда-то. Что это за мебель? Узнали, ребята? Молодцы, это кресло. А вот и третья загадка. Я на кухне самый нужный, для семьи большой и дружной. Я готов служить всегда, и стоит на мне еда. Все тарелки, ложки, кружки, мои верные подружки, не посыпятся на пол, с ними вместе друг их стол. Молодцы, ребята, как вы чудесно отвечаете. Послушаем еще одну загадку и также дружно будете мне отвечать. Хоть у нас 4 ножки, мы не мышки и не кошки. Хоть мы все имеем спинки, мы не овцы и не свинки, мы не кони, хоть на нас вы садились много раз. Догадались, ребята? Что это? Это стул. Молодцы, отлично. Но я думаю, что вы готовы послушать еще одну загадку. В кухне нашей тесновато, там для стульев места нет. Здесь и вешалка, и полки, словно в доме этажи. Брюки, кофточки, футболки, по порядку все лежит. Догадались, ребята? Это шкаф. Молодцы! А теперь, ребята, скажите, как можно назвать все эти предметы одним словом? Подумайте хорошо. Конечно же, это мебель. Мебель, ребята, это предметы комнатной обстановки. Ребята, скажите мне, пожалуйста, а для чего нужна мебель? Молодцы! Для удобства, для красоты и для уюта в доме. Отлично! Ой, ребята, посмотрите, к нам пришло письмо. Желаю счастья. А письмо это от Незнайки, который живет в солнечном городе со своими друзьями. Что же он пишет? Жду гостей. Помогите привести в порядок дом. Интересно. Ребята, вы готовы помочь Незнайке навести порядок в доме? Отлично! А какие домашние бытовые предметы
помогут незнайки убраться в доме к приходу гостей, приготовить вкусную пищу, развеселить гостей. Ну-ка, давайте посмотрим внимательно. Пылесос, электроплита, магнитофон. А как же, ребята, можно назвать это все одним словом? Конечно же, бытовая техника. Сейчас, ребята, я вам расскажу сказку о том, как электроприборы в магазине поссорились. Слушайте очень внимательно. Мы привыкли считать, что наши вещи не умеют разговаривать, думать и даже чувствовать, потому что они не живые. Но если бы появился волшебник, он оживил бы все предметы, и они бы могли рассказать о себе много интересного. Представим, что такой волшебник посетил обыкновенный магазин бытовой электротехники. Он взмахнул волшебной палочкой, и все электроприборы обрели дар речи. Первой заговорила электроплита. Я самый нужный людям электроприбор. Я главная на кухне. Если бы меня не было, на чем бы человек готовил еду? Микроволновая печь быстро перебила электроплиту и говорит: зато я разогреваю продукты в несколько раз быстрее. На что холодильник сердито пробурчал: чтобы приготовить пищу, ее надо сохранить. Не будь меня, где бы люди хранили молоко, мясо, рыбу и другие скоропортящиеся продукты? Услышав разговор, стиральная машина зашумела. Что вы все о еде да о еде? Я забочусь об одежде людей, стираю, полощу, отжимаю. Благодаря мне хозяйка не устает от стирки. О, я гляжу, а я глажу белье, зашипел утюг и сердито выпустил пар. Пылесос, вытянув свой длинный шланг, похожий на хобот слона, загудел. Я тоже забочусь о чистоте. Без меня человеку нелегко было бы убрать пыль и грязь в квартире. Затем в спор вступил радиоприемник и телевизор. А мы передаем и показываем новости, передачи, фильмы, концерты. Без нас человеку было бы скучно. Вот так. А мы записываем то, что человек говорит и слышит. Заговорил в один голос магнитофон. Видеомагнитофон, а потом он может нас прослушать и посмотреть. Да что бы люди без меня делали? Воинственно зазвенел телефон. З-з-з-з. Только благодаря мне люди могут разговаривать друг с другом за сотни и даже за тысячи километров. Электроприборы настолько разворчались и разругались, доказывая друг другу, кто из них самый нужный, что некоторые из них даже начали дымиться. Видя это, мудрый компьютер, который до этого все время молчал, качая своим монитором, как головой, наконец-то заговорил твердым и спокойным голосом.
А теперь, уважаемые электроприборы, замолчите и успокойтесь, а не то перегреетесь и не сможете работать. Тогда вы точно не будете нужны людям. Зря вы затеяли этот глупый спор. Сложно определить, какой прибор важнее. Все приборы в этой иной степени нужны нам, человеку. И как же определить, что важнее? Ну что, ребят, давайте с вами разомнемся. Вот такая замечательная была сказка. А еще, ребята, знаете ли вы правила безопасности и обращения с бытовыми приборами? Итак, ребята, слушайте внимательно и запоминайте. Детям категорически запрещается самостоятельно пользоваться такими предметами, как утюг, чайник, стиральная машина, пылесос, мясорубка, телевизор, лампы и другие электроприборы. Нельзя самостоятельно, без разрешения взрослых, трогать руками провода, вставлять мелкие предметы в розетку. А еще, мои хорошие, давайте с вами поиграем в игру «Четвертый лишний». Вы запомнили правила? Молодцы! А теперь посмотрите внимательно и найдите лишний предмет. Фен, стул, холодильник и телевизор. Что, ребята, здесь лишнее? Стул. Отлично. Микроволновая печь, бритва, миксер, табурет. Найдите, ребята, что здесь лишнее. Молодцы! Это табурет, пылесос, утюг, хлеб, вентилятор. Догадались? Конечно, здесь лишний хлеб. Итак, мои хорошие, вы большие молодцы. Мы отлично сегодня с вами поработали. Желаю вам, ребята, всего хорошего. До новых встреч!